Так, ребята, всем привет. В общем, начинаю эксперимент. Обещал когда-то летом, еще я помню, что мы проверим батарейки, как они ведут себя на морозе. Мне самому это очень сильно интересно. Можно ли замораживать приусовские ВВБ. Вот. И как они переживут свое состояние. То есть как химия вывезет после жесткой заморозки. Прям жесткой заморозки. Не просто там на час вынес там эту батарейку, потом занес ее и как она. Я сейчас хочу ее вынести на неделю. Ну, может, дня на 4 хотя бы вынести ее. Она за 4 дня колом просто замерзнет. Потом ее затащить и посмотреть, подключить к приборам и глянуть, что будет. Потеряет она свой заряд или не потеряет. Причем сделать это сразу, как только я ее занесу. И потом подождать какое-то время и посмотреть еще раз, что будет, когда она оттает. Прибавится ли что-то или нет. Емкость должна потеряться, как у любого аккумулятора. Это все равно, что вынести аккумулятор камазовский какой-нибудь на мороз, и он там потеряет свою емкость. Это 100%, потому что это металлогидридные батареи. Но придет ли она в негодность какой-нибудь из элементов, это надо посмотреть. Потому что были случаи, когда машины приезжали после зимы, после заморозки, и в принципе 2 элемента уходило просто. Они просто вздуваться начинают, жестко вздулись и банки свои теряют. Вот и все. То есть мы тогда поменяли 2 элемента, человек уехал, довольный, сейчас катается. Все остальные элементы у него были живые после замораживания. Вот. Ну, пока эксперимент проведем с металлогидридными, литий-ионных пока особо нету. Вот. Так-то хорошо было бы литий испытать, конечно, как он себя покажет. Но это уже другая история. В будущем, возможно, такое будет. В общем, вот достал все батарейки свои. Здесь у нас есть и конченые элементы, есть более-менее 15-10%. 35, 26, 40, по-моему, были где-то. Короче, элементов тут хватает. И из этого всего можно собрать. Ну, я думаю, соберу батарейку от Аквы. В принципе, можно и приусовскую собрать, ничего такого. Сейчас шины найду. И скреплю все это дело вместе. Вот. Стяжку в одну зафигачу. И эту стяжку вынесу на мороз. И посмотрим, заморозим. Ну, дадим заряд. Максимально зарядим эту батарейку. А потом вынесем на мороз. Вот и все. Ребят, собрал вот такую пачку, 20 элементов. Это у нас будет Аква. Вот. Здесь у нас процентность 35. Ну, короче, до 40 есть. 33, 32, 33. Такие уже конченые, по идее, элементы, которые уже на машине ходить не будут. Но эти элементы можно применить куда-нибудь, пауэрбанки сделать, что-нибудь такое. В общем-то, в принципе, охотникам, рыбакам, что-то подключать, какое-то оборудование можно. Можно собрать батарейку, как запараллелить ее, 14 вольт сделать. Вот, можно сделать общую, собрать какую-нибудь большую высоковольтку, короче. Вот, в принципе, можно это сделать, но элементов здесь получается по процентов где-то до 40. Это уже нормальный ресурс, по идее. Можно палатки какие-нибудь запитывать, еще что-то. В общем, много можно применений сделать к этому пауэрбанку. Вот, можно даже и БПшник какой-нибудь домашний собрать, в принципе, не вопрос. Котлы там. Ну, главное, это все грамотно. Кто с электроникой дружит, тот сделает без проблем. Вот. Таких элементов у меня хватает. Это все элементы, которые, в принципе, за все лето мы наустанавливали. Вот. Ну и, в принципе, обращайтесь, если что, могу некоторые даже продать. Вот, если нужно, можете позвонить, пообщаемся. Ну и по цене договоримся. Вот. А так, сейчас вот эту вот батарейку буду собирать. Можно, кстати, в автозвуке их применять. Тоже нормальная тема. Сейчас автозвук модная
штука, поэтому многие применяют их в автозвуке. Усилки подключают. Все, сейчас я это собираю, батареечку. Подключаем к канализатору. Вот косы собрал, сейчас подберем что-нибудь, контакты. Ну и все, и будем смотреть, что получится. Шесть, 7,44, 7,36, ну такие вот как бы показания. 7,48. Заряд присутствует у них нормально. У них мало ампер часов, но заряды у них нормальные. Ну нормально, все почти по 7 с копейкой. Так, ну что, собираем батареечку. «147 вольт» показывает эта батарейка сейчас. 147,7. Такая вот сборочка. Даже могу зафиксировать. Вот. Сейчас накину клемму.
147,8, 147,7. Нормально, заряд присутствует. Сейчас мы ее еще амперами набьем. Сейчас мы ее подзарядим. Переходим в заряд. Запускаю зарядку. Все, пошел заряд 5 амперами. Заливаем в нее пока что 500. Вот здесь вот будет 500. Сейчас мы ее набьем и вынесем ее на мороз на 4 дня. То можно, в принципе, проэкспериментировать и быстрее эксперимент сделать. Можно на сутки вынести ее, да и все. Я думаю, что пока морозы стоят, надо успевать подхватывать самые основные морозы. А там потепление будет, поэтому я, наверное, на сутки вынесу ее, эту батарейку. Пусть постоит она, промерзнет. В принципе, ей хватит вообще несколько часов, чтобы замерзнуть до талого даже. Так что нормальная тема. Сейчас примерно хотя бы посмотрим, что такое мороз для батарейки металлогидридной. Стоит ли бояться приусоводом замораживания автомобиля? Потому что байки ходят, что нельзя, но никто этого еще не проверял. Так как наш гибрид-центр стоит в таком месте, в Якутии, в самых, можно сказать, месте крайнего севера, мы испытаем и посмотрим. Если при нашем показании батарейка будет нормально жить, то остальным регионам переживать за свои батарейки вообще нечего. Можете замораживать. Уже 140 набили. $6000 в эту батарейку заливать не стоит. В нее можно залить примерно, если она у нас 30-ка, 40-ка, то нам можно залить в нее 1800. Больше в нее не войдет никак. Вообще никак не войдет, потому что у нее нету емкости. Поэтому мы в нее зальем 3 раза по 5-хатке, и она будет полная практически. Ну вот, залили мы 500. Заливаем еще 500.
Вот, заливаю вторые 500. Уже 1000 почти залито у нас в эту батарейку. Вот. Батарейку 1000 залито. Скоро будем еще 500 заливать. Как-то вот так вот. Батарейки у нас сейчас в комнатной температуре находятся. Температура в гараже у меня где-то больше 25 градусов. То есть здесь комфортная температура. Я вот в футболке стою. Откидываем клещи и посмотрим, сколько у нас будет вольтаж батарейки общий. 172,8, 172,7. В общем, 172,8 должно быть примерно. Сейчас постоит у нас батарейка 10 минут, и мы посмотрим, насколько она у нас просядет. Она у нас должна в состояние покоя прийти. То есть все батареечки должны одинаково химию набрать. Вот 172,4 уже падает она. Итак, засекаем время 10 минут. Ну и в принципе после нее посмотрим, что будет. Ну что, подкидываем и смотрим. Вот всем видно, да? Я даже вот так поставлю сейчас. Вот. Вольтаж. Общий вольтаж батарейки у нас сейчас составляет . Ребята, в общем-то все батареечки зарядились до практически 18 вольтов. Вот. Ну, какие-то 17,94. Ну, в общем, почти все 18. Это уже предел практически. Сейчас посмотрим, сколько у нас общий вольтаж этой батарейки. Мы его сейчас запишем. И этот вольтаж мы запишем на бумажечку. То есть посмотрим, вынесем батарейку на мороз и после нее вытащим и посмотрим, насколько упадет у нас емкость. Вот. Какой вольтаж будет. — 171 вольт уже упало. 7 вольтов падает емкость. Еще подождем. Ну чё, батареечка, готовься к жестким морозам. Тебя еще так никто, наверное, не испытывал. Хотя были варианты, испытывали. Кто машины свои замораживал. Были такие прецеденты. — 170. Ну все, она на 170 остановилась. 170 вольт. Посмотрим, как она просядет. Показания мы записываем сейчас куда-нибудь на бумажку. 175 вольтов. Это было до 175 вольтов. Показания я тоже сейчас сфотографирую. Запомните показания по всем элементам. Вот такие вот по парам: 17, 96, 18, 11, 17, 60, 17, 88. Ну и как бы вот так вот. Сейчас я это все дело заскриню. Вот. Сфотал. Все, теперь смотрим, что у нас будет после эксперимента. Все, выносим батареечку на мороз. Ну все, вынес на мороз. Пусть стоит с антифризами. Вот. Завтра продолжу свой эксперимент. Завтра днем я уже как бы продолжу. Посмотрим, что будет с этой батарейкой. Оставляем ее буквально на сутки. Ребята хондоводы. В общем, решила провести эксперимент по смазкам.
вот, которые набиваем подшипники ваши выжимные. Ну и как бы у нас сейчас холодно на улице. Ну сегодня у нас 38, не так холодно. Я эксперимент потом повторю, когда будут большие морозы, 60 градусов, там 50. Сейчас пока 38 градусов. Я сейчас на листочке отмечу, что сейчас у нас 38 градусов. Итак, температура у нас 38 градусов. И будет у нас два типа смазки испытано. Это LMX и Blue. В общем, сейчас я LMX-овскую смазку нанесу полоской. И завтра мы посмотрим, что с ней будет. Ну, то есть сейчас вынесу на мороз. Так, у нас два типа смазки. Это у нас вот зеленая справа. Это у нас LMX, который мы набиваем подшипники в последнее время. Вот. Ну и в принципе блюшная от ВМП Авто. Вот она у нас температура 350 градусов выдерживает, в общем-то. Ну, в общем, специальная для подшипников. Сейчас мы ее вынесем на мороз. Ну а завтра я уже протестирую и узнаю, сколько, ну как, что с ней получилось. Она сейчас имеет вот такую мягенькую консистенцию. Вот она. Вот видно, что она мягенькая. Она смазывается. Это тоже в тепле. Мягенькая, смазывается. Нормальная смазка. Вот. Вот. Ну, завтра мы ее посмотрим, что с ней будет. Все, выносим на мороз. С испытуемой батарейкой вынес на мороз. На наш якутский мороз. Пусть стоит сутки. Посмотрим, что будет завтра. Грязный? Короче, сегодня у нас шаттл в работе. О, грязи хватает, ага. Что-то под этого вообще двигатель грязный. Че двигатель-то не моешь? Вчера поставил эту смазку. Вот два вида смазки было у нас. Сейчас будем смотреть. Ну, что сказать могу. Замерзла. Хотя, вот это мягонькая. Просто иней. А не, мягкая, слышь? Вообще мягкая. Зеленая, мягкая. Нормальная. Да и я бы сказал, что и ВМП Авто нормальная смазка. Она чуть-чуть температурка будет, ну, чуть-чуть разогреется, там несколько минут даже, да, муфта поработает. Она уже будет теплая. Мягонькая вообще будет. Не, нормально, держат смазки. Хорошо. Смазывающий эффект сохраняется. Так что, ребята, нормальная смазка и LMX, и в принципе Blue, но LMX лучше будет. Вот, приехал шаттл к нам, меняем антифризик. Чуть печка слабовато дует. Шла запись? Да. Все, начинаем продолжение эксперимента с батарейкой. Сейчас пойду выносить ее. Она у меня уже простояла 2 суток. Заносим батарею. Вот она вся в инее покрыта. Сейчас мы его взорвем. Смотри, там снег. Жесткий снег. Сейчас мы его коротнем как. Что, проверяем, что у нас случилось. Сколько дней стоял? Заряд потеряла она или нет? Было 170 чем-то. 174, по-моему. Вольта. Ну, в принципе, она не сильно потеряла, но 166. Сколько дней стояла на улице? 2 суток. 2 суток. 166 вольт. Вот, заряд одного элемента у нас сейчас в районе 8, 8,40. 8,40. 8,35. 8,36. Я ее заряжал примерно до 18 вольт. Пара была. Значит, сейчас мы промерим пары.
пара 1671. Потеряла она как бы свою чуть-чуть емкость. Ну, в принципе, заряд она держит. Прикинь. Ну и как бы сейчас мы ее будем разряжать, заряжать, смотреть, как на анализаторе она себя покажет. Главное снега, что это дело с этого, чтобы воды меньше было. Сейчас быстренько подключаем анализатор. Почему быстренько? Потому что, чтобы она не успела нагреться, батарейка. Она только-только с холода, считай. Проводим испытания. Не обещал же провести испытания на батарейку в морозе. Но мы ее еще будем сильнее морозить. Когда у нас будут 60-градусные морозы, мы ее еще раз заморозим. Надеюсь, чтоб не было. Я думаю, буду. Я хочу прям. В январе? Да. В январе будет. Я хочу морозы, чтобы были жесткие морозы. Крещенские морозы, да, самые они мощные. будут. Будешь купаться? Что ты гонишь, что ли? Я сейчас своем. Я купался. Не, меня туда не затянет. Я купался. Сейчас пока нет. Купался? Да, конечно. Ну, сейчас не Я купаюсь. На месте у тебя? Нет, все в порядке, да. Все очень хорошо. В душе, знаешь, приятность становится. Понятно. Ну, сейчас вот 3 года не купался, а до этого постоянно купался. Вот. Еще приди в себя. Так, загружаем нашу программу гибридный УЛАП. Подключаемся к анализатору. У нас тут не работает. Сейчас заработает. Ух, а луднища какая. Мороз Иванович. Ну. Сейчас проведем экспериментик. Ну вот она у нас в статике, смотри, показывает 10 разбег, как и было в принципе. Все то же самое. Ну, дай-ка я покажу зрителям. Вот смотрите, что было до и после вот. Ну, 10, ничего такого как бы. Она как была ровная, так и была. Сейчас мы начнем разряжать ее жестко. Все, пошел разряд. Это сейчас мы завели Prius и дали ему нагрузку. Получается, Можно сказать, мы сейчас поехали. это значит, у него емкость хорошая, да? Ну, получается, что Не теряет мороз, в принципе, она не теряет. Сейчас, что было примерно 40 градусов, 48 она стояла. Постояла сутки на 48, сегодня у нас 36 где-то примерно. В принципе, ей вообще Ну, комфортно. Вот смотри, даже испытывание, да? Поставь аккумулятор. Но Завтра аккумулятор, ты его вытащи и в тепло. Он же не будет работать. он не будет работать. А Ну, она, емкость получается, упадет. гидридка работает, Видишь, походу. держит. Держит. Но, опять же, как на нее влияет это, мы же не знаем, долгосрочно, если это делать. Вот если бы ее на всю зиму оставить, эту батарейку там, а потом ее после зимы, Ну да. это совсем был бы другой эксперимент. Ну, кстати, мы можем это еще сделать. Мы же сейчас, давай эту батарейку всю зиму будем морозить, а потом по лету, по весне, мы, короче, ее жестко сейчас замызгаем. Мы будем на ней издеваться, как только можем. Мы сейчас всю зиму на ней испытаем. И посмотрим, переживают эти батарейки наши морозы или нет. Или можно спокойно взять просто Prius, заморозить, бросить и все. Да? А чё бы? Вот, смотри, она просела до 13,90. О, один потерял. Ну это она просела. Но она очень быстро отдала свою емкость. 155 мАч она отдала. Угу. И все.
и она уже до 14 вольтов. Значит, емкость все-таки она потеряла. Почему? Потому что я в нее заливал 1500 миллиампер часов. И мы с нее сейчас сняли всего 155, и она уже все отъехала. И причем она отъехала очень быстро, минута 34. Ну, в принципе, не, ну, это что хотеть-то? Это 40% батарейка. В принципе, в ней емкости уже не так уж и много было. Ну, 155 всего слили. И все. И до свидос. Все-таки уходит. Уходит всё равно. емкость, да. Хоть что делаем? А сейчас ее, если зарядить, она будет держать. И разрядить будет держать. Как бы так. Ну смотри, элементы все по сути ровные. Они не Ну да, ушли. ничего не Они не упало. ушли, не упали, да. Поэтому элементы живы. Все. Просто у них емкость в 2 раза меньше стала. Скажем, Ну, она щас она и холодная. так 40%, в нее 1500 залито. И по сути слить с нее можно будет только всего до 155 миллиампер часов всего. Не, ну а если она нагреется, Она- в себя придет? В себя придет, и там посмотрим. Ну давай мы сейчас, пока она не успела нагреться, зальем в нее 1000. Ну. 1000 зальем и посмотрим, что будет. Все, пошел заряд. Пошел заряд батарейки. Он так должен разнообразно. Ну, что-то она сильно прям проваленная. Как-то она себя ведет не так. Она, по идее, не должна так сильно разбегаться. Она- Смотри, это что это? Ну, это нормально, это графики заряда идут. Какая-то больше заряжается, какая-то меньше. Какая-то отдыхать начинает, заряжается. Потом другая переходит, короче, начинает. И так вот они ездят. Ну, в принципе, разница хорошая. Она не ушла в ошибку P080. Она вся в состоянии целая. Получается, просто надо чуть отогреть машину, и она дальше поехала. Ну, типа, да. Ну, так что ничего, как бы, по сути, этим элементам не случилось с ними ничего. Но емкость она явно потеряла. Потому что заливал я в нее 1500. А слил я всего 150. За минуту 30. Быстро очень. Слил чего? Энергии? Энергии. Так у него эти контакты не окисленные же вроде. Да это же я собрал же ее. Из говна и палок эту батарейку. Она у меня из низких элементов собрана. Братан, аккуратно с этим. Вот это? Не трогай его. Переебет. Ну да. А заливает уже потяжелее. Вот у нас вот такой вот необычный автомобиль, совсем не гибридный. Это моя соседка пригнала. Это у нас Гретта. Да? Гретта. Хорошая машина. Очень, очень удобно здесь доступ к двигателю. Вот. Ни жабо, ничто не мешает. Вообще все обслуживается. Все бачки вообще легко. Обслуживать этот автомобиль, я думаю, одно удовольствие, наверное, в плане доступа. Вот. Сейчас приехала она. У нее что-то задняя сторона очень сильно стучит. И сейчас Макс будет снимать, скорее всего, балку. Ну, сейчас сделаем диагностику сначала. Посмотрим, где у нее стуки. Купила она соленблоки сама. Фирма САД. Не очень, конечно, хорошая фирма. Мне нравится, не сатовская. Ну, некоторые запчасти ничего, некоторые не очень. А амортизаторы тоже сатовские будут стоять задние. Ну, как-то так. Что там, братан? Что, отсюда откручивается? Получается. А, ну получается так, ну.
А что, нормально, да? Да. Если отсюда, то очень хорошо. Ну и пизда. Конечно, они бежали, видать. Конечно. И отбойники вот эти надо посмотреть. Отбойники еще нормальные. Но у него, видишь, масло. Да, все, они уже свое изжили. По колодочкам здесь что у нас? Накладки нормальные, вроде бы еще диски не жрет. Да, Все неплохо. хорошо. В общем, это у нас первая машина по ходовой части. Макс будет сейчас ее ремонтировать. И, в принципе, испытаем сейчас. А может быть, сайлентблоки не будем даже менять, потому что с сайлентблоком явно тут ничего не будет. Они очень мощные. Сейчас просто поменяем, скорее всего, амортизаторы. И все. И машина совсем по-другому поедет. Также у нее ролик. Ролик это скрипит. Получается. Вот если завести машину. Во-первых, движочек что-то подтраивает, как-то работает неровно. Вот он дергаться так вообще не должен. Тут явная проблема либо со свечками, либо с форсунками, либо с катушками. Ну и обводной ролик гремит. Скорее всего, вот этот ролик. Звук такой. Он не должен так работать громко. Вот. Ну, в принципе, все по машине. Вот такая вот машинка. Интерьер у нее вообще прикольный. Коробка, походу, вариатор стоит. Shift lock. Подогревы сидений. В общем, четкий автомобиль. Меню мне очень нравится. Вот это вот информативно очень все. Красиво сделано. Ну, пелку тут какой-нибудь Android бы поставить. Но я так понял, здесь тоже с такими надо покупать. Чтобы было с рамкой полностью, под рамку. Я думаю, вообще реально найти такую магнитолу. Короче, тачка огонь. Мультируль на нее есть, все. Как-то так. Эти пластик, обычный дешевый пластик. Ну, тачки эти очень много их покупали в Якутске в кредит. Берут их очень хорошо. Тачка, цена-качество, я так думаю, нормальная. И клиренс у нее очень такой хороший. Короче, Гретта огонь. Огонь машина. Ходовка простая, несложная абсолютно. Сайлентблоки мы не будем менять. Не будем менять, да? Конечно. Да я думаю, им ничего не будет вообще. Это лишние затраты были, да? Конечно. На сайлентблоке. Ну пусть лежат, Да что. он нормальный. Вот Ну. с той стороны нормальный сайлентблок. Ну. Ну, конечно, его хорошо не видно. Но он, блядь, если бы он порвался, это было бы пиздец. Бы охуело бы, что там столько нет, было бы. Ну да. Чересчур. Ну да. Ну, я думаю, аморты поменяем и будет нормально, да? Этот немножко подрывается, чуть-чуть. Но А там-то что, ёпти, там нихуя. там ничего не будет, ну. Конечно. Это ты херня. Вот здесь немножко подорвало, чуть-чуть. Да, это херня. Да такой сайлентблок мощный, ну как его может сорвать? Ведь надо так, что задрочить я ебу, я Ну-ка. не знаю как. Да это нереально его порвать, да? Нет, конечно, это просто сверху немного. Ну, она, конечно, шевелится, работает, базара нет. Мелкие трещины, это, блядь, у него так и должно быть. Ну, Она же работает. ну так что давай амортизатор поменяем, да и посмотрим. Прокатимся на ней, да? Конечно. Ты амортизатор снимаешь? Да, мы сейчас эту подставим под балку. Угу. Второй домкрат? Чтобы она не упала. Козлик можно, на козлике можно Ну, или поставить. чтобы- Давай на козлик ее поставим, балку, да и все. Опустим. Че, Макс, он скручивает амортизатор, сейчас будет ставить сатовский. О. Вообще
четко сделано, да? Смотри-ка, как на ней. Удобно, да? Куль тут амортизаторы не менять. Это резиночка, а? Пыльничек. Это все поменяем. Угу. Так, у него показания. А у него как это снимается, да, просто? Да? Стрелочка. У него своя сторона должна быть какая-то. Да, у него вот своя сторона. Угу. Ну, переставляем просто сейчас, да, и все. Зарядил я 1000 опять. Вся она теперь опять по 18 вольт с копейкой. По парам. Разбег 25. Ну, в общем, что могу сказать, ребята. Эксперимент провел. Батарейка живая, в принципе. Просто она теряет свою емкость, осаживается. То есть вот я до 18 с копейкой набивал, 1000 заливал. В ней остаточная осталось там, может быть, максимум 300 миллиампер часов всего. Вот и все. За зиму. Ну, это она простояла 4 суток примерно на морозе. Так что я думаю, нормально все с этими элементами должно быть. Размораживать, замораживать их можно. Ну, мы сейчас эту батарейку еще вынесем на всю зиму. И посмотрим, как она у нас переживет лютые морозы. Это крещенские морозы. И потом занесем ее где-нибудь весной и проэкспериментируем. Че, вон он вороток же. Максиматор сейчас будет закручивать, да? Да, тут один болт остался. И тут масло немножко как бы давануло, тормозуха. Все-таки давануло немного. Ну, ничего страшного. С этих суппортов. Но. Ну, из-за того, что это холодно было, нахуй. Немножко давануло. Ничего страшного. Главное, чтобы работала эта система. Да. Поменял амортизаторы. Закручивает уже колеса. Сейчас будем пробовать, прокатимся. Ну. Да поймем, что кого, да? Сейчас она нам скажет. Гремит, не гремит, да? Чего? Нормально все должно быть. Тоже так думаю.